Историческое событие для жителей Сунжинского района. Глава Ингушетии закладывает капсулу под строительство новой поликлиники с женской консультацией, которую здесь ждали давно. Сейчас на стройплощадке рабочие выравнивают территорию и составляют план. خسخيتون حيجله تجدا إزدش دقة يدير حيش خنا надо было дела надо было хас приятно да благодарятش. Строительство объекта ведется в рамках республиканской целевой программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения. Новое четырехэтажное здание будет рассчитано на 300 посещений в смену. Предусмотрены травматологическое отделение, кабинеты врачей, инфекционистов и женской консультации. Новые профили появятся. Мы начнем оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в этой новой больнице, потому что будут созданы все условия. Это и по травматологии, ортопедии, это и по нейрохирургии, и по детской хирургии. Конечно же, появится новая помощь, которая будет оказываться. Это высокотехнологичная помощь в этом новом корпусе, в новой районной больнице. Соответственно, конечно, создаваемые условия, они будут способствовать улучшению работы, улучшению качества оказываемой помощи для нашего населения. Больница обслуживает весь Сунжинский район с населением более 122 тысяч человек. Корпуса больницы 70-х годов постройки, поэтому неудивительно, что стены даже после ремонта в трещинах. С вводом в эксплуатацию новой поликлиники медики забудут о всех старых проблемах, ведь все отделения будут располагаться в одном здании. И это самое главное, ведь из операционного отделения врачам приходилось перевозить пациентов в другой корпус на скорой. В поликлинике же предусмотрены кабинеты для гастроскопии, приема анализов, клиника, диагностическая лаборатория. На третьем этаже расположится хирургическое, терапевтическое и отделение функциональной диагностики, а также стоматология. А на четвертом этаже предусмотрен дневной стационар на 10 коек. Учитывая, что это здание само, несмотря на то, что вот мы ежегодно делаем здесь ремонты косметические, здание очень старое, нуждается практически оно практически под снос должно уйти у нас. Строительство новой больницы – это, конечно, очень актуальный вопрос для нас всегда был, и мы очень благодарны руководству, что изыскали возможность в наше непростое время, и началось у нас строительство, долгожданное наше, строительство новой больницы на территории нашего двора. После строительства новой поликлиники старые корпуса медицинского учреждения снесут. Хади Добрива, Рина Цчоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.